COVID-19 вроде не было. Не болела. Прививка от гриппа, пневмококка раньше получали? Медработники оказались в числе первых добровольцев. Работая в красной зоне, они видят, к чему может привести болезнь, и осознают важность наличия в организме спасительных антител. У Хавы Катиевой 4 детей. В доме есть и родственники преклонного возраста. Так что вопроса, проводить вакцинацию или нет, не стояло, признается врач. Но это не первый раз, когда я вакцинируюсь. Я и ранее вакцинировался от гриппа. Я, честно, боюсь больше за своих близких, за своих детей. Больше за своего деда. За свою мать. Первая зарегистрированная в мире вакцина для профилактики коронавируса «Гамковид-ВАК» разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина получена биотехнологическим путем. Метод не использует патогенный для человека вирус. Лекарство состоит из 2 компонентов. Оно представляет собой раствор для внутримышечного введения. Первая доза вводится в день обращения пациента, если нет противопоказаний для вакцины. Это первый компонент вакцины. И через 21 день вводится второй компонент вакцины. Вакцину наша больница получила 5 октября в количестве 13 доз ГАМ-КОВИД-ВАК, 2-компонентная вакцина. Затем в количестве 60 доз мы ее получили в 24 декабря, и в конце декабря, 30 числа, мы получили еще 200 доз. Всего на 2020-2021 год у нас запланировано привить 28 483 человека. По словам врачей, реакция на прививку может быть разной, как местные боли в области укола, так и общее ухудшение самочувствия и высокая температура. У каждого поствакциональный период проходит по-своему. Объективно оценивать динамику изменений помогает наблюдение врачей. Поэтому перед тем, как ввести препарат, желающему пройти вакцинацию, необходимо пройти осмотр терапевта. Больному на руки даю памятку и веду осмотр больного. После этого смотрю сатурацию, термометрию, давление, дыхание легких. Потом уже направляю пациента. Разрешение на прививку, когда описывается уже в карте, больной идет в привычный кабинет. Здесь медсестра также повторно, если есть сомнения, смотрит температуру снова и достает свою вакцину из холодильника. Всего привитых в МРЦБ 43, из них 40 медработники. Первые в списке, конечно, не переболевшие. Марета Гадаборшева, одна из них, признается, что больше переживала заразить родителей, чувствует себя сейчас прекрасно. Я являюсь заведующим одним из структурного подразделения. В первую очередь у меня огромное количество контактов с людьми, с детками, которые посредственно болеющие, не болеющие. Это в первую очередь. Во вторую очередь это обезопасить себя и свою семью. В начале массовой вакцинации от коронавируса в России ключевой проблемой было сохранение нужной температуры вакцины. По словам врачей, ее повышение внутри машины при перегрузке даже на полградуса или на несколько минут приведет к тому, что размороженную партию лекарства придется выкидывать. Врачи поликлиники рассказывают, условия транспортировки продуманы уже давно. Из центра хранения вакцины в Сунджи препараты привозят в термосумке. Вакцина у нас хранится в специальном холодильнике. Температура при хранении должна быть не выше 18 градусов. При минус 18 должна храниться вакцина. Вакцина у нас размораживается на специальном лотке на столе в течение получаса. Ровно 30 минут должна вакцина разморозиться. И потом уже она делает инъекцию. Здесь у нее есть специальный лист. Она измеряет температуру, смотрит температуру холодильника, вот температура хранения 18 и ниже градусов, она утром и вечером записывает свою температуру под росписи. Заболеваемость коронавирусом стремительно растет, признаются медики. Каждый день в больнице новые пациенты. Так, в ковидном отделении Малгобекской поликлиники более 100 человек, один из них на ИВЛ. Больных очень много, конечно, вакцинация нужна, нужно привиться. В мире число выявленных случаев коронавирусом больше 90 миллионов. Победили болезнь больше 50 миллионов человек. В республике общее количество заболевших по данным оперштаба больше 12 тысяч человек. Но привиться можно только в 5 медицинских учреждениях республики. Врачи отмечают, прервать цепочку заражений может только высокий уровень иммунизации населения. Поэтому советуют не сомневаться и принять участие в вакцинации. Препарат не сможет обеспечить защиту от коронавируса, однако убережет от тяжелого течения болезней и летального исхода. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.